Сейчас мы будем стрелять с вами дуплет, что означает стрельба из двух стволов одновременно. Но в данном случае у нас программа на площадке называется дуплет. Дуплеты могут быть плюсовые, это через один. Сперва стреляем один, после нажатия оператор подает второй. И также есть еще дуплет одновременный, называется синхронный, когда сразу же нажимаются две кнопки. Сейчас я стрельну В и Д через плюс. После я стрельну ВД спорт синхронный. Ребята, очень скользь. Могу вам порекомендовать. Обычно как на охоте бывает. Утки летят хаотично. Нужно сперва стрелять одну, потом стрелять вторую. В чем заключается инструкция стрельбы в дуплете? Если вы стреляете, допустим, боковыми или горизонтальными ружьями, обязательно нужно посмотреть сперва на мишень, потому что у нас дробь такого диаметра примерно, не такого, а в основном где-то вот около, скажем, метра или в радиусе 90 миллиметров. И мы не стреляем пулей, поэтому нам не нужно попадать одной дробинкой или одной пулькой. Мы не смотрим на стволы и тем более на планку, и еще тем более на мушку, которая идет с завода, потому что у нас мишень в динамике. Мишень летит примерно около 2-3 секунд, и нам за это время нужно успеть попасть, ребята, попасть в мишень благодаря тому, что вы сперва воспринимаете одну мишень, несмотря на стволы, как я вам сказал, переключаетесь на вторую мишень, немного живете с ней, обязательно смотрите в 3D. 3D дает преимущество и выгоду в том, что мишень становится ближе, скорость снижается. 3D это означает смотреть двумя глазами. Конечно, нужно это натренировать, это все приходит, но мы смотрим по легкости, как говорят, по наименьшему сопротивлению, как говорят, без трудностей, делаем легкую стрельбу, делаем удовольствие, ребята, кайфовым, пританцовываем. Но в данном случае у нас будет такой план сейчас на выстрел. Мы сейчас будем стрелять В плюс Д. Обязательно, ребята, планируем выстрел, чтобы у нас не было тумана и замешательства в голове. В я стрельну здесь, Д я немножко потяну и стрельну здесь. Д она очень быстрая, у нее скорость выше, потому что предварительно я стрелял по ней. Ну что, начнем? Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. И если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. В стреляем на 13:00. Чтобы попасть, и это было комфортно, не на вылете. Д стреляю, ребята, на 11 часов. Постараюсь здесь стрельнуть. Очень важно концентрироваться, ребята, когда нет спешки. Держите приклад и ружье ниже, чтобы воспринимать мишень. Это снижает спешку, убирает спешку, ребята. Когда человек не видит мишень, он начинает спешить, и сердце у него бьется быстрее. Вот, я буду сейчас смотреть очень комфортно. Пол! Вот летит. Выстрелили. Если было видно, хопа, мишень была поражена, и та, и другая. А теперь мы стрельнем по ВД. Будет спортивный, ребята, и нам нужно успеть. Если вы обратили внимание, Д была быстрая, и нам выгодно сперва стрелять быструю, а потом переключиться на В. Успокаиваемся обязательно. Раз, два, 3, 4, 5. Успокоились, начинаем новый цикл. 2 патрона. Никакой спешки, никакого волнения. Стреляем в спортивный дуплет. Они вылетят сейчас одновременно. Ди, Би, Сим. Поль. Так, это было другое. Такое бывает иногда, поэтому не нервничаем, ребята. Мы тренируемся для того, чтобы сохранять самообладание. Оператору good. Да, корректируемся. Вылетела другая мишень. Стреляем сейчас на D, как запланировано, и стреляем в B. Первая D, вторая B. Очень спокойно и легко делаем обязательно, ребята. Не нервничая. Поль.
Вот. Конечно, был полуспортивный дуплет, немножко с задержкой. Но сейчас, вы видели, мишени были, правильно, поражены, ребят. Сразу приходит прилив удовольствия, прилив счастья. То, что мишени были поражены, то, что я не пронервничал на оператора. Я получаю с стрельбы такие плюшки, ништяки, чтобы в жизни можно было это тоже применять, чтобы сохранять самообладание, ребята. Используйте это обязательно в своей стрельбе, в своей жизни и на охоте, ребята. Всего доброго!